Авиация – это вот каждый человек, каждый на своем месте должен ответственно подходить. Я участвовал в строении нашей национальной компании «Казахстан Авиажила». Кроме тебя некого в Китае рейс открыла. Мы создали турецким авиалиниям как будто чартерный полет в Казахстан. Жұмысымның патриоты болды. Елдің патриоты, семьяның патриоты дұрыс қой. Бірақ сен жұмысыңның патриоты болу керек. Осы авиация саласына 1975 жылы келдім. Содан бері үздіксіз жұмыс істеп келе жатырмыз. Бүгінгі сіз осы академиямыздың тәлімгерлеріне арналған кішкене интервью арнап келіп отырмын. Ну, если начать с самого начала, с детства, мы все выросли в основном в аулах, и тогда у нас такие кинотеатры были самодельные, как кинофильмы «Мимино». Механик там крутил фильм, и эти фильмы в основном были военные, послевоенное время, 60-е годы, в основном про патриотизм. И на меня сильное впечатление произвел фильм про Морисия, когда он летчик, который потерял ногу, но снова дошел до нашей стороны, победил эту и еще воевал. Ну и много других разных фильмов было. Мы все выросли в таких патриотических чувствах. И для нас, для наших родителей, которые видели тяжести войны, для наших бабушек, наша Родина, наш СССР, он был такой, как единый кулак. Они все тяжести все вместе поднимали. И мне с детства хотелось быть одним из таких небольшим винтиком в этой большой дружной семье. В 1975 году я поехал учиться в Ленинградское авиационно-техническое училище. Вообще планировал я уехать на БАМ после школы, так как любил в основном кино. Мне очень нравилось ездить на машине. Мы тогда учились на ГАЗ-51 тяжелый. Я полгода проучился после школы. Так как школу закончил 16 лет, меня не взяли в этот университет. И я пошел учиться в киностудии «Казахфильм» у Султана Ходжикова. Я у него в группе был подготовительным в Авгик. Ну, через полгода Султан позвал меня и говорит: сынок, чтобы снимать фильм, ты должен увидеть мир, почувствовать, ты должен знать чувства людей, ну и все такое. Я учился у Султана Ходжикова, он только снял «Казахбек», и это был знаменитый человек, и нам преподавал, вот тогда он назывался Андрон Михалков-Кончаловский, он был женат на Наталье Армбасаровой, они приехали, этот выпуск Натальи Армбасаровой, это был выпуск Сергея Бабочкина, который снялся фильм «Чапаев». И вот я как бы проучился, у нас вели специально кинотеатре из Казахфильма, там на углу Октябрьский. И Султан Ага сказал: сынок, иди смотреть жизнь, учись. Это я, говорит, после войны попал, случайно меня просто как бы, ну, так получилось. Только со временем я понял, что значит снимать фильмы, что такое режиссер, и как это, что такое кино, и все такое. Ну и я поехал домой, устроился на работу каменщиком 2-го разряда. Это у нас прораб был Амангельдага, он воспитывал Талгата Мусабаева. Мы с ним с одного аула. И он воспитывал Талгата Мусабаева, а Талгат постарше намного меня. И в 1975 году Казахстан участвовал, казахстанская молодежь участвовала во всесоюзной стройке, БАМ назывался, Байкало-Амурская магистраль. И там мы строили станцию Чарск. Ну, я взял путевку, все, уже собрался, пришел домой, там родителям еще ничего не сказал, заехал к своему товарищу, и сидим у него, я уже с ним прощаюсь, ну, сейчас я, когда шел сюда, видел молодых ребят, такое чувство, как будто я среди них оказался. И вдруг голос сзади: Аташка идет. Очень, конечно, приятно, но в душе мы все молоды. И его отец,
Он был журналистом Костак. Он мне сказал: сынок, конечно, БАМ это великое дело, туда-сюда, ну ты же это, давай определись, БАМ построит, закончит, все, а ты определись по будущей своей профессии. И тогда были винильные такого цвета виниловые пластинки, и песня была «В детстве я летал во сне». Вот он просто крутился там, и он говорит: вот иди летать. Не могу сказать, что я прям бредил небом там, и так далее. Для меня это вообще непонятное дело было. Если вы представляете те годы, послевоенные годы, потом разруха была, потом восстанавливали, потом только-только люди начали как бы более-менее хорошо жить. И в это время мы как бы самолеты-то видели один-два раза. В общем, я учился очень хорошо. Я учился в свое время, был первый набор у нас в республиканской физмат-школе. Вот, там. Кстати, недавно один наш товарищ получил Героя труда. Он профессор, академик. У меня весь мой класс, они в основном ученые, преподаватели, доктора наук, профессора, кандидаты. И вот среди них один летчик оказался. И вот, когда мы собираем, всегда смеемся, что каким образом я попал. Я закончил училище, приехал в Алмату, и здесь мне говорят, в те времена Главное управление гражданской авиации находилось на Гоголя 8 марта. И мне направление дают, говорят, вот. Они только переехали на Мира 59. Мне говорят: вот ты должен поехать в Жезказган или еще куда-то. Короче, в Алмате мест нет. Я про трудности говорю. Ну, скажем, для меня, молодого человека, что там, мне казалось, что все аэропорты одинаковые, все самолеты одинаковые. Но мне тогда приехал в аэропорт Алматы и понял, что не все аэропорты одинаковые, что есть огромные аэропорты, есть маленькие там аэропорты. И мне захотелось жить в этом. Да, и мне Дмитрий Аббасович Душин как раз пришел командиром, и он в 1978 году он мне дал направление. Потом ровно через год меня забрали в Казахское управление гражданской авиации. То есть я прошел, как говорят сейчас, это на земле отработал все, что положено. Там, и тогда почту развозили по всем этим, разные службы были, коммерческие, это грузовая служба, координация. Ну, в принципе, я прошел от диспетчера с загрузкой до начальника вокзала. Тогда старый вокзал был, там стояло такое оборудование. Еще в те времена было оборудование, которое отслеживал видео, сейчас называется это видеоконтроль. Этот был. Ну, потом мне забрали управление. Я почти до 1983 года я там отлетал. Я был вначале коммерческим ревизором по перевозкам, потом был старшим инженером по перевозкам. У меня был проездной талон. Я имел право проверять все экипажи, все службы, все, что можно было, где выискивать, то есть, как сказать, ошибки находить. Да? Ну, за время моей работы в управлении я облетал весь Казахстан. В те времена в Казахстане было 18 аэропортов и около 300 местных воздушных линий. Это с искусственной полосой там мало было, где-то 5 портов. Это больше Нарым, Уджар, Учарал там. А в основном это были такие грунтовые аэродромы, и, естественно, разные. У нас Казахстан очень огромный, и мне посчастливилось просто посмотреть все, что можно. Вот как у казахов же говорят, ел көргеннен ел сұра, жер көргеннен жер сұра, да? И мне было приятно, через много лет, вернувшись, я был генеральным директором Казавиаспаса, то есть начальником авиации МЧС. И мне опять пришлось по этим же местам проехать через столько лет. Это почти... Я в 2008 году пришел, ну и вот с 1978 по 2008 это 40 лет, да? Вот 40 лет спустя я вернулся, и опять облетал всю нашу дорогую для меня родину со всеми ее песками, лесами, горами и так далее. Ну, тут, конечно, работа была немножко другая, специфика другая. Мне посчастливилось
много чего в этой жизни видел. Но самое главное, первое, я участвовал в строении нашей национальной компании «Казахстан жила». Это был в 92 году. Меня в 89-м отправили учиться. Сделали предложение, от которого нельзя отказываться. И я поехал в Москву учиться. Я закончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Китайский язык. Меня переподготовку провели. В то время как раз получилось так, что Советский Союз, вы знаете, уже в таком положении был. И был первый рейс открыт на Урумчи. И, видимо, была цель, чтобы в следующем меня туда отправить. Я закончил, практику проходил в Пекинском народном университете, там, Шоуду. Приехал, и здесь мне поставили задачу уже. Казахстан был суверенный, и поставили задачу в 92 году, в мае я приехал, и мне дали задачу построить международный вокзал для приема первых высокопоставленных президентов и так далее. Вот это здание, которое перевезли туда, он был. И там внутри находился цех по ремонту тележек. Там всякий мусор был, все. Пришлось все это отремонтировать, создать там условия для гостей и так далее. И первый президент я встречал Тургут Озала, Сулеймана, Миттерана. То есть первый год, тогда еще и наш протокол не совсем еще не понимал. И наши солдаты, почетные коровы, были еще в советской форме. И вот я год здесь поработал в аэропорту, так сказать, создал международный вот этот вокзал, службу создал. И в это же время, к сожалению, люди разные по жизни бывают. Вы еще молодые девушки, жизнь его с вами, вы увидите еще стольких людей, они разные. И одни готовы трудиться, и это вторые корыстные, третьи с большими амбициями и так далее. Да? Это так понятно. Но вот когда был перелом, у китайцев есть хорошая, плохая поговорка. Чтоб ты жил в эпоху перемен. Мы попали в эпоху перемен. И был этот большой союз, потом был большой аэрофлот. И этому аэрофлоте в основном, вы сами знаете, рулили с Москвы. Все там, все инструкции, все было там. И мы считались к периферии. И тот человек, которого назначили начальник Казахского управления гражданской авиации, у него была задача перейти, я так думаю, что он мечтал уйти на хорошую должность, при этом, чтобы наше управление, все-таки Аэрофлот есть Аэрофлот, и он так тормозил первые полеты турецких авиалиний, мне пришлось лететь в Стамбул, в Анкару, это уже начали работать наши посольства, и там я сейчас не могу все нюансы рассказывать, но мы создали турецким авиалиниям как будто чартерные полеты в Казахстан. И они летали как чартер, если вы понимаете, что такое чартер, который вне рейса, вне расписания. И начали летать. На меня, конечно, там очень обиделись, здесь, и в Москве. Потом второй рейс это мы открывали в Люганзе, тоже как под этой эгидой. И потом в 92 году 2 июля отправили, 22 июля получили мы, присоединились к конвенции ИКАО, то есть ООН, ИКАО, и Казахстан стал членом Совета ИКАО, и мы создали национальную авиакомпанию. Чтобы создать ее, нужно было, это уже 93-й год, нам нужно было получить код двойной, двухбуквенный, трехцифровой код для ИАТА, согласовать межправительственное соглашение и так далее. Да. Я вот говорю, мне вот сейчас я рассказывал, мне думаю, как это было. Тогда Министерство транспорта, вы знаете, в Казахстане ничего не было. Министерство МИДи было 8 человек, Министерство транспорта там создали отдел, и никто не знал, чем заниматься. Туда министром приехал человек, который железнодорожник был, он с Москвы приехал, из Сингарина. И
получилось так, что мне, как все-таки я спецподготовку прошел, мне пришлось ездить, согласовывать, подписывать и так далее от имени государства. И вот в 93 году я поехал в Монреаль, получил двухбуквенный код. И хочу вас, чтобы обратили внимание, у нас код был UN, United Nations. Я познакомился с Шарлоттой Филлипс, до сих пор помню, водил ее пить кофе, и она мне выдала от щедрой души это. Потом они долго не могли у нас забрать это обратно, потому что United Nations везде на их самолетах, а казахи летают под этим делом. Ну, сейчас UP, вы знаете, да? Потом полетел в Женеву, получил код, потом полетел в Мюнхен. А тогда билеты были такие, со специальными маркировочными бумагами, а в Казахстане такого не было. Чтобы, когда пишешь первый лист, там внизу отражалось все. Ну, там цифровые коды и так далее, все. И вот первый билет, я вам покажу фотографию, первый билет мы в Мюнхене прямо сидели, формировали, как бы. Это сейчас много таких студий, где можно все это сделать, цифровизация. А тогда это было тяжело. И почему мы это сделали? Потому что в 92 году в конце я поехал в Москву. Ну, агентство у нас было, центральное агентство. И, это, не скажу, почему они это не сделали, но я как начальник международного поехал в Москву, и в Московском коммерческом управлении, это в Шереметьево, старое Шереметьево было рядом, склады были, и оттуда привез две коробки этих билетов, потому что они не давали билеты нам. Системы бронирования не было, была сирена и все. Чтобы нам самим хотя бы чартер организовать, нужен был билет, правильно? Тогда разветвленной сети агентов не было, коммерческой связи не было, ну и так далее, и так далее. Ну, ничего не было. А это аэрофлотовские билеты я притащил сюда, и мы решили сделать первый. В июне месяце мне говорят, все, давай, создавай отдел внешних связей, будешь заниматься вообще нашим международным делам. Ну, я набрал там девчонок, дали задание, вот эти билеты, вот это все сделал. Потом мне надо было набрать в то время пришел Терещенко премьер-министром, а его братишка работал в МАКе. Что такое МАК, вы знаете, да, Международный авиационный комитет? Он был создан, ребята, это не касательно каких-то национальностей или людей, я просто хочу сказать, это бизнес, да, вот развалился СССР, и та страна, которая взяла на себя ответственность за Советский Союз, это Россия, она все захватила. Посольство, недвижимость, все захватил, да? То, что наш президент продолжал СНГ, а в СНГ не стали создавать. СНГ как бы тоже СССР, только Союз независимым государством. СССР тоже независимым был, но там по Конституции каждая страна имела право принять свое решение, и чем воспользовалась Беларусь, Россия и Украина. Да, они это воспользовались, ушли. А так как все возглавлялось и контролировалось Москвой, они решили быстро создать там межавиационный комитет, который тоже, потому что все самолеты были российские, ну, советские, не будем говорить российские, да? И учебные заведения тоже там были. Здесь на вашем месте академии был учебно-тренировочный центр, где обучали там дежурных по перевозкам, там, по досмотру и так далее. И, соответственно, они захватили в ИКАО все дела. И в конце 93 года, вот мы в Люганзе 7 ноября открыл рейс, вот этот Ташкент. И билеты у нас уже были, все, и мы начали делать соглашение. И меня отправили, короче, я заключил 12 соглашений межправительственных двусторонних. Это тяжело было. Где с комиссией, где сам. В Китае я полгода там почти прожил. Мы там открыл там 2 представительства, Урумчи, Пекине. Отправил там на хадж людей, объездил весь Синьцзян, чтобы мы открывали первое посольство, и там этих людей уже нет, к сожалению, это мои учителя были. А первым послом был Мурат Ауэзов. И, к сожалению, тоже ушел из жизни. И вот мы там открывали, Цинлито жили, потом офис купили там.
офис купили у Буркина-Фасо. Небольшой офис. И вот в 93-м году в Тель-Авив полетел, и в середине года, где-то в сентябре месяце, у Анодина был заместитель Терещенко, родной брат нашего Сергея Терещенко, премьера. И нам, когда поставили задачу найти самолет для 01 лица, первого лица, мы поехали в Канаду, сейчас покажу здесь этот, выбрали зеленый самолет, все там, хороший челленджер, все нормально было. И они протолкнули Boeing 747 SP, который летает на дальней стоянке. И вот за счет этого мне надо было обучить стюардесс. Чтобы обучить стюардесс, нужно было объявить кастинг. Объявил кастинг, человек 300 собралось. Я девчонок повез в Вену, там они отучились, мы потом дали им специальность. Это единственные девчонки наши тех времен. Сейчас, конечно, отправляют на учебу. Тех времен, которые прошли вот тут специальную бортпроводников. Ага. И они потом летали на этом Боинге, возили президента, в первом борту летали. В конце 93-го года вот меня вызвали с Израиля. Прилетел, и 7 января мы делали первый рейс. Повез туда журналистов, половину вот первых сахнутовских ребят, которые по ПМЖ, и был там Абишки Кельбаев мархум. Он был председатель Верховного Совета. Тогда Верховный Совет назывался еще. И Нагима Аскалиевна, я ее называю Нагима Искалуповна, и это, ряд людей. И мы там Бекпулат, вот, Клюхан, мы там Тлес Хашгалиев мархум. И мы открыли рейс на это. И где-то, это уже 94-й год, где-то в марте месяце открыл рейс на Лондон, Гатвик. И прилетел первый, наш борт с 01 прилетел. Там открывали дом мадам Тюссо, там было открытие торгового дома. И Анодина мы стояли так, и я просто проходил мимо, и она говорит, этот молодой человек меня испортил. Потому что это бизнес. Я забрал у них пассажира. Так возили через Москву, а так я стал возить, да. Я говорю, Татьяна Александровна, после боя кулаками не машет. Вы же у меня Таиланд забрали. Таиланд – это другая история. И вот там и посмеялся. Я говорю, а можно я сфотографирую? У меня здесь фотографии есть, которые подтверждение моих слов. Ну и это, да, и трудности такие. Трудности всякие бывают. Трудности бывают персонально для человека. А трудности бывают, которые ответственность как служащего, с которым ты работаешь, да, сотрудника. Поэтому, если подразделять их, само собой, это день и ночь полеты. Когда про себя говорю, это перелеты по часовые пояса, это где-то понимают тебя, где-то не понимают. Где-то постараются обмануть, как вот индейец нас обманул. Где-то... Поэтому трудностей было много. Сейчас я могу сидеть, смеяться и рассказывать это. А когда меня депортировали, я представляю, что могли... Это очень такое... Мне в памяти осталось. Потом мы здесь сделали против них одну операцию, и они мне официально разрешили через год лететь туда, и уже я мог уже всякие переговоры проводить. Не хочу говорить о тяжелом, идет война в этом, это спецоперация. Так называется, на самом деле это война. Война – это всегда плохо. И вот эта война показала, насколько человечество быстро учится. Быстро учится применять, как издавна. Первый человек, который придумал каменный нож, первым, что он сделал? Они начали друг друга бить, да? За мясо мамонта, за это хватает. И вот до сих пор это продолжается в таком или ином виде. И вот сейчас вот эти дроны, это все показало, что современная война или будущее, не дай бог, конечно, никто этого не хочет, но надо быть готовым, да? Чтобы это надо кормить свою армию, не чужую, и потом быть готовым.
В советское время была песня «Наш бронепоезд стоит на запасном пути» деген. Вот. Автопилотом многие садятся. В свое время, когда я был инспектором, были талоны, как раньше у водителей. Вы не знаете, вот на правах были талоны. И гаишник там тырки делал. А у меня было право вот отрезать талон за нарушение. Да? И вот мы снимали в аэропорту, был фотоаппарат стоял, он каждый взлет-посадку снимал. Потому что взлет-посадка – это самое опасное время. Самое то, что нужен человек. Да? От его мастерства, от его летной качества зависит, как он взлетишь, как ты садишься. И вот там, если грубая посадка, там специально на створке есть специально такой, как вам, наверное, сейчас смешно слышать, вот такая бирка была. Если ты жестко посадил, она обрезалась. Да, понимаете, да, вот так хат тұрған кезде, она жіппен байлап қойған, пломба сияқты, сол үзіліп кететін. Вот на разборки были, там обсуждали, потом бюллетени писали, такой вот экипаж по всему Союзу, такой посадил туда-сюда. Не говоря о крушениях. Там, да? Мен айтар едім, ең алдымен тиянақтылық болу керек. Біріншіден, авиация нені кешірмейді. Ешқандай оңды солды өзім білерімді кешірмейді. Вот жаңа айтылдыңыз ба, соны жасау керек. Сказал люмин, ищите крылья, дейді. Жаңағы айтты ма, сол жасау керек. Екіншісі мен, бұл үшінші, төртінші мінез. Ең бірінші өз жұмысының патриоты болу керек. Елің патриоты, семьяң патриоты дұрыс қой, бірақ сен жұмысыңның патриоты болу керек. Сен ол жұмысты жақсы көріп, жақсылық жағын көруің керек. Сен ұшасың аспанға, кабинада отырып мен бірінші рет ұшқан кезде бүкіл өміріме сол әсер етті. Иә? Мен командир деген атаққа иеленгенде, не знаю, қандай қуанышта болғанымды. Себебі сен адамның өміріне жауап бересің. Иә? Ол жай іздейді емес. Ана білесіңдер ғой, бір-екі самолет өзін-өзі тастап жіберді. Ашуланды, біреу теңізге тастады, біреу Испанияда тауға барып жарылды. Ол сол адам человеческий фактор называется. Екіншісі көп оқу керек. Постоянно оқу керек. Ленин айтқан бар, учись, еще раз учиться. Сол девиз болу керек. Сен мынау қызыққа неге қарамауың керек. Егер керек болса қазір, ол келеді, оның бәрі келеді. Ақылың тоқтатып, кемелденіп, неткен кезде, мен соны немене уақытты босқа өткізіп алам дейсіңдер. Қазір әрине, ночной клуб, танцы-манцы, жігіттер бар, қыздар бар дегенде, сөйту бәрі, тойлар бар дегенде. Ол болу керек, бірақ совсем манақ болмау керек қой. Бірақ егер шын авиатор болам десең, жан-жақты оқу керек. Біз мысалы бізді былай дайындады. Мен училище бітірдім, келдім, жұмыс істедім 5 жыл. 5 жылдан кейін академияға жіберді. Академияда командный факультетте болды. Біз летное дело, движение, управление движением, метеорология, экономика, аэропортовый наземный обслуг, бәрін оқыды. Мысалы, мен командиром выходил. Что значит ол кезде быть командиром объединенного отряда? У тебя и летный суд, бәрі үшін жауап бересің. Біз солай дайындады. Мен қазір поставлю любой авиакомпания, аэропорт, бәрібір, я знаю. Енді өмірде өткен зат қой, я знаю, что это такое, қалай не ету керек. Соны білу керек. Бір жақты білсең, мысалы, бір жақты ғана. Мысалы, ГСМ-нің керосинді ғана білсең, ГСМ. Ол ГСМ қалай апарады, ол қандай машине барады, ол қалай качать етеді, ол қанша жерге шыдайды, оның бәрін, ол совсем басқа. Сондықтан айтар едім қазіргі жастарға. Әрине оқып, тағы да оқыңдар. Шаршамаңдар оқудан.